Всем привет! С вами первомайский выпуск Вувна. За эту неделю у нас накопилось столько информации, что уже не терпится обо всем рассказать. Поэтому все дела в сторону. Устраивайтесь поудобнее перед экранами, мы начинаем. В этом выпуске проверка знаний по событиям Великой Отечественной войны в Сыктывкарском университете, опрос про удлиненные майские выходные, танцевальные команды университета, где занимаются, какие направления преподают и как присоединиться. Разговор о личных достижениях и интересах с Татьяной Бунчук в постоянной рубрике «Интервью с преподавателем». Творческая мастерская Вувна. Интернет-лайфхаки по покраске яиц к Пасхе. В этот четверг прошел Диктант Победы. Это международная акция в виде теста на тему событий Великой Отечественной войны. Диктант впервые состоялся 3 года назад и уже стал традицией. В этот раз он прошел на более чем 12 тысячах площадок по всему миру. Так, одним из мест проведения стал Сыктывкарский государственный университет. Проверить себя пришли около 300 человек. Участники ответили на 25 вопросов, 5 из которых были на знание истории войны в Республике Коми. Узнать свои результаты они смогут в начале лета в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф. Мне понравилось то, что это не банальный тест, а там и представлены изображения какие-то, пометки. Вот, допустим, там было задание с кадром из фильма, и было указано, допустим, что актер этого фильма также участвовал в войне. Недавно стало известно, что выходные на майские праздники в этом году продлятся целых 10 дней. Это значит, что студенты нашего университета смогут посвятить время себе и вдоволь насладиться отдыхом. А где и как они будут отдыхать, узнаете в нашем опросе. Как вы относитесь к тому, что майские каникулы стали длиннее? Я очень положительно к этому отношусь. С одной стороны положительно, потому что у меня теперь есть время поработать над дипломом, а с другой стороны, да мне и без этого было все равно, в принципе. Прекрасно, как к этому еще можно относиться по-другому? Это повод как раз поделать всякие долги, которые накопились за этот семестр. Ну и отдохнуть, конечно же. Ну, это хорошо, потому что мы теперь можем отработать летнюю практику в мае. Я очень рада этому. Я отдохну, так как я учусь в медицинском, мне это очень надо. Мне кажется, с учетом, что сейчас заболеваемость плюс-минус стабильная, ни хорошо, ни плохо. Как вы будете проводить свой отдых? Ну, с 1 по 3 я поеду к сестре в Кострому, а потом, наверное, буду с друзьями гулять. И на даче, наверное, меня заставят быть. Работать. Сидеть дома, отдыхать, спать, делать все, что хочется. Надеюсь, на свежем воздухе с друзьями погулять, может быть, в кино сходить. Во-первых, диплом, во-вторых, диплом, в-третьих, наверное, тоже диплом, в-четвертых, может быть, на шашлыки съезжу. Но если дождей не будет, то кататься на велосипеде и как раз делать всякие, допустим, мотонагис у нас. Не знаю, может, на шашлыки поеду куда-нибудь. Назовите одну вещь, без которой не обойдется ни один отдых на природе, дома или в пределах Сыктывкара. Диван. Компьютер. Наверное, веселье, друзья. Ну, без шашлыков, конечно. Соль. Еда. Вкусная еда, шашлыки, например. Наверное, без друзей и, возможно, без изучения какой-нибудь фигни по анатомии. Какой маринад для шашлыков самый лучший? Я думаю, соевый соус или майонез. Вот это вот очень вкусно. Там должен быть лук, за 100%. И, наверное, много-много кетчупа. А такое вообще бывает? В каком-нибудь соусе томатном. Грузинский. С медом, с паприкой, с корицей и горчицей, и будет бомба. Ой, там можно любое брать. Но лучше делать самому. Ну, лучше покупной, наверное. Зеленецкого магазина. Какое место в Сыктывкаре вы бы выбрали для отдыха? Летом, наверное, пляж. Красная гора мне нравится. Ну, смотрите, я живу в Эжве, и у нас за администрацией можно пойти к реке. Там есть поляна очень классная, мы ее нашли в классе в 6, вот там очень классно проводить время. Набережная. Дом. Наверное, Револьт-центр. Потому что там проходит очень много интересных мероприятий, и в целом туда можно прийти с друзьями и просто попить кофе, посидеть в приятной обстановке. Кировский парк или какая-нибудь пиццерия. Можно любое выбрать место, главное с хорошими людьми. Дайте совет, как хорошо провести майские каникулы.
Пожалуйста, сдавайте долги сразу и не копите их на май. Ну что, учиться, готовиться к экзаменам. Это очень хороший вопрос, но в принципе, если вы будете все время спать, вы точно не прогадаете. Ну, по крайней мере, желательно провести его с пользой для себя. Надо расслабиться и получать удовольствие. Вставать пораньше, чтобы день казался длиннее. Посвятить время себе, отдохнуть, сходить на свидание с собой любимым. Нужно делать все, что хочется. Ежегодно 29 апреля празднуют Международный день танца. В нашем университете этот день отмечают 3 танцевальные команды. Что это за коллективы и в каких стилях они танцуют, расскажет Мария Торопова. 5, 6, 7 и 2, 3, 4, 5, 6. В 2005 году при Сыктывкарском университете появилась школа бальных танцев «Совершенство». Просуществовала она 13 лет. Уже 3-й год на ее месте работает школа спортивных бальных танцев «Империя» под руководством Александра Глок. Занимаются в «Империи» не только студенты университета, но и сотрудники. Коллектив исполняет европейскую и американскую программы, в каждую из которых входит по 5 танцев. Среди них самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль, чайв, вальс, танго, фокстрот и квикстеп. В бальных танцах это эстетика и это красота и грация. Это танцы, которые подчеркивают партнера, да, когда он подтянутый, красивый. Девочки тоже красивые, все в платьях, все остальное. Ну как? Просто красота, так сказать. Помимо бальной школы в университете уже 19 лет работает ансамбль современной хореографии «Фаэтон». Руководит коллективом педагог Дворца творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара Наталья Виноградова. На занятиях ребята изучают различные стили современной хореографии, близкие к хип-хопу, а также танцы модерн и контемпорари. Танцы для меня это возможность выразить саму себя, это оторваться как следует, кайфануть и получать удовольствие. Танцевальная команда Deep Unity самая молодая в нашем университете. В 2018 году ее создала выпускница фаэтона Наталья Филиппова. Коллектив исполняет хореографию в стиле хип-хоп. Всего в составе команды 12 человек. Это студенты и школьники Сыктывкара. Несмотря на юный возраст, Deep Unity участвует в мероприятиях не только регионального уровня, но и всероссийского и международного. Это вообще ни с чем, мне кажется, не сравнить, потому что это такое счастье, ты станцевал, ты выложился по полной, и вот эта вот радость, вот это все переполняет кучу эмоций, вот все выплескивается, и не знаю, это вот прям... Это вообще супер. Если вы хотите заняться танцами, вам нужно определиться со стилем и выбрать танцевальный коллектив в нашем университете. Всю подробную информацию по расписанию и месту проведения репетиций того или иного коллектива можно узнать в группе Центра художественного творчества во ВКонтакте. Мария Торопова, Злата Курашова, Виктория Канева специально для Вовна. А вы заметили, что с последнего интервью с преподавателем прошел месяц? Это значит, настало время для новой беседы. Сегодня нашу студию посетила Татьяна Бунчук, кандидат филологических наук и заведующая кафедрой русской филологии Сыктывкарского университета. Поговорили о профессиональных достижениях, человеческих качествах, музыке и кино. Прежде всего милосердие, способность быть милосердным. Второе качество, не менее важное, это неравнодушие. Чувство юмора, безусловно. И это умение быть свободным и гармоничным в оценке этого мира. Мое любимое занятие – созерцать. Но созерцать – это не только наблюдать, это и думать о том, что ты наблюдаешь. Любимая книга и фильм, она не может быть одна на протяжении всей жизни. Есть книги, которые хочется перечитывать. Это сильнейшие книги, это сильнейшие фильмы, не обязательно. Иногда хочется пересматривать именно по тому настроению, которое они создают и которое не хватает в тот момент. Удивительно, но я хочу вернуться и хочу перечитать «Властелина колец». Из фильмов, которые недавно посмотрела и оставили яркое впечатление, ну вот буквально
«Девушка, подающая надежды», которая сейчас на «Оскар» номинируется, яркое впечатление оставила. «История одного назначения» яркое впечатление оставила. Но это народная музыка, конечно, аутентичная народная музыка, причем не только русская. Я очень люблю французскую музыку. Из французской музыки я слушаю и Эдит Пиаф, и Жака Бреля. А из современных мне нравится Струмае. Мне нравится Марлен Дитрих, я слушаю Вертинского, я слушаю Рамштайн, я слушаю Комитет охраны тепла и Аквариум. Ну, в общем, вот такая вот солянка. Классические произведения тоже очень люблю. Я очень люблю Орфея и Эвридику Глюка. Поэтому сказать, что есть какие-то одни предпочтения, нет. Ну и слава богу, это значит, что я не иду по одному коридору, а заглядываю в разные двери. Ох, что я думаю о нынешней молодежи, я обожаю нынешнюю молодежь. Я сталкиваюсь с такими прекрасными людьми, с такими умными, милосердными, которые я не была в своей молодости. И поэтому часто меня вызывает просто восхищение и восторг общения с молодыми людьми. Я закончила университет, мне предложили остаться в университете. Никогда не думала, что я выйду за кафедру, буду о чем-то говорить, потому что всегда считала себя страшно косноязычной. Я могу думать, я могу писать. И мне казалось, что вот тут я это научилась, поэтому в научной жизни, может быть, я чувствовала себя уверенно, а как преподаватель я не чувствовала себя никогда уверенной, может быть, до сих пор не чувствую себя уверенной, когда я выхожу за кафедру, и мне нужно о чем-то рассказывать, делиться знаниями. Может быть, это всегда было для меня сложно и остается сложно. Как преподаватель, мое профессиональное достижение – это мои ученики, которых я вижу в республике и вижу их достижения, не только в республике, это не только в республике, и в Москве, и в Санкт-Петербурге и так далее. И я вижу, что это люди, которые встали на ноги не в том плане, что они стали много зарабатывать или стали успешны в карьере, хотя это тоже есть, безусловно, я радуюсь этому. Но они стали думающими и хорошими людьми. Беречь время, заполнять каждую минуту, там не обязательно сидеть, зубрить, но заполнять каждую минуту мыслительно-интеллектуальной деятельностью. Созерцать, смотреть на облака и в это время порождать какие-то эмоции, выражающиеся, например, в слове или в какой-то мысли. Уже завтра настанет Пасха. Одна из самых известных традиций этого дня – красить яйца. Существует множество способов, как сделать это оригинально. Мы поискали в интернете и выбрали несколько популярных, но при этом несложных способов. И теперь вместе с вами проверим их. Вечер перед Пасхой – отличная возможность заняться творчеством. Все мы хотя бы раз красили яйца луковой шелухой или использовали наклейки для декора. Сегодня нам это не понадобится. Мы будем экспериментировать с другими подручными средствами. Отварите заранее яйца, наденьте одежду, которую не жалко испачкать, натяните перчатки и включите свое воображение. Сделали? Тогда давайте начинать. Для проверки первого способа нам понадобится пищевые красители, вода, столовый уксус, салфетки, емкость для смешивания красителей и ватные палочки. Сперва необходимо развести краситель. Для этого добавляем столовую ложку воды в миску. Лайфхак. Чтобы яйцо окрасилось ярче, добавьте в раствор 1 чайную ложку столового уксуса. Яйцо заворачиваем в бумажную салфетку и ватной палочкой наносим цвет. Не обязательно использовать много красителей, ведь при смешивании образуются новые оттенки. Как только салфетка будет окрашена, прижимаем ее руками и кладем на тарелку. Ждем 15-20 минут и смотрим результат. Получилось многоцветное яркое окрашивание. Теперь попробуем второй вариант покраски яиц красителями.
Однако здесь нам понадобится еще и скотч. Для начала выбираем два цвета. Лучше, если они будут сочетаться между собой. Дальше плотно обертываем скотч вокруг яйца, вдоль, поперек или по диагонали. Аккуратно кладем одной стороной в краситель на 2-3 минуты. Ждем, пока краска подсохнет, меняем цвет и повторяем процесс. Затем аккуратно снимаем скотч и смотрим результат. Кстати, если сделать несколько тонких полосок, узор будет интереснее. На очереди градиентное окрашивание, то есть плавный переход цвета от темного оттенка к светлому. Здесь помимо окрасителей нам понадобится вода, уксус и узкий стакан. Смешиваем все ингредиенты в малых количествах, чтобы раствор в емкости лишь немного покрыл скорлупу. Ждем 1-2 минуты, чтобы цвет закрепился на яйце, и добавляем небольшую порцию воды. И так постепенно заполняем весь стакан до краев. Ждем примерно 30 секунд и достаем яйцо. Получается вот такой градиент. Кстати, количество переходов зависит от того, сколько раз вы подлили воду в стакан. Если сделать это всего 3 раза, а яйцо в растворе держать больше 2 минут, то окрас будет ярче. Так, с красителями мы разобрались. Теперь давайте попробуем что-нибудь еще. Следующие способы окрашивания декоративные. Вареные яйца нам не подойдут, обязательно используйте сырые. Также нам понадобится канцелярская кнопка и пустая бутылка. Перед украшением скорлупы необходимо избавиться от желтка и белка. В интернете советуют проткнуть яйцо с 2 сторон чем-то тонким. После к одной дырочке подносим бутылку и начинаем выдувать содержимое яйца. Главное делать это аккуратно, чтобы в конце процесса не сломать скорлупу. Скорлупа подготовлена. Для декорирования нам понадобится несколько лаков для ногтей и миска с теплой водой. Дальше все просто. В миску с водой добавляем несколько капель лака для ногтей. Можно выбрать 2-3 цвета и комбинировать их между собой. Как только образовалась пленка, окунаем яйцо в воду. Первого раза не получится окрасить всю скорлупу, поэтому процесс повторяем несколько раз. Совет: чтобы лак не осел на дне емкости, используйте теплую воду. Наш последний способ космический, причем в прямом смысле этого слова. Используя свои навыки в рисовании на максимум. Для окрашивания возьмем скорлупу яйца, губку, акриловую краску, миску с теплой водой, палитру и зубную щетку. Начинаем с покрытия скорлупы черным акрилом. После того, как краска немного подсохла, берем синий цвет. Чтобы окрашивание получилось интереснее, создадим несколько оттенков одной краски. Для этого к синему акрилу добавим белый, но в разных пропорциях. Сделать это можно на палитре. Наносим получившиеся цвета губкой. Создаем переход от черного к голубому. Пока скорлупа сохнет, разбавляем белый акрил с водой и наносим раствор на зубную щетку. А дальше вспоминаем уроки рисования в школе. Большим пальцем руки проводим на себя по щетине. Ну вот и все. Космическое окрашивание готово. Интернет не подвел, и окрашивание яиц выполнено. Теперь осталось позвать команду, чтобы не есть-то все одной. Оставляйте свои результаты декорирования в комментариях. Ну а я пойду пробовать печь кулич. Ой, уже досмотрели ролик? Здорово! Тогда желаю вам хороших выходных и интересных дней. Набирайте сил перед защитами курсовых и дипломных работ и сильно не объедайтесь. Пока-пока!